В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Республика Абхазия. Опыт борьбы за независимость, современные реалии, перспективы развития. Научная конференция в Сухуми. О методах химической борьбы с клопами специалисты Минсельхоза провели разъяснительную работу с сельчанами. Новые парты, столы и стулья. Министерство образования Абхазии приобрело инвентарь для школ и детских садов республики. Республика Абхазия. Опыт борьбы за независимость, современные реалии, перспективы развития. Под таким названием сегодня в Сухуми прошла научная конференция, посвященная 25-летию независимости и победы Абхазии в Отечественной войне и десятилетию признания Республики Российской Федерации. В работе конференции принял участие президент Рауль Хаджимба. Научная конференция «Опыт борьбы за независимость, современные реалии, перспективы развития», организованная Республиканской партией «Форум народного единства Абхазии», Государственным музеем боевой славы имени Владислава Ардзенба и Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия, собрала политиков, представителей общественных организаций, деятелей культуры и науки. Все доклады посвящены истории национально-освободительной борьбы народа Абхазии и ее результатам. О необходимости анализа и обобщения богатого и уникального опыта национально-освободительного движения в нашей стране, тенденции развития общественно-политических процессов, приведших в конечном итоге к реальному воплощению права нашего народа на самоопределение, говорил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. 25-летие независимости и победы, десятилетие признания Республики Абхазия Российской Федерацией наполнены глубоким символическим смыслом, духом постоянной и последовательной борьбы за возрождение и восстановление ценностей, определяющих суть нашей национальной идеи. Эти даты, характеризующие драматизм и социальную остроту выстраданной независимости и свободы, несут в себе не только историко-политическую, но и в определенной степени идеологическую нагрузку. В ареале абхазской действительности для самосохранения нашего этноса, для судеб ряда малочисленных народов, на долю которых выпали тяжелейшие испытания, по большому счету и для всего Кавказа, события, разворачивавшиеся начиная с 80-х, 90-х годов прошлого столетия, сыграли неоценимую роль в плане самоидентификации нашего народа, национальной безопасности страны и, в первую очередь, восстановления государственного суверенитета. Драматические события, пережитые нашим народом, подтверждают его готовность к дальнейшей борьбе и неутомимой деятельности во имя сохранения и приумножения наших бесценных завоеваний свободы, независимости и укрепления государственного суверенитета Республики Абхазия, служащего гарантией полноценного развития всех ее граждан, всего нашего многонационального общества. В работе конференции также принял участие находящийся в эти дни в Абхазии министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев. В своем докладе он рассказал об истории российско-осетинских отношений. Что интересно, первые переговоры о союзничестве с осетинами высших официальных лиц Российской империи датируются серединой XVIII века. За последние 2,5 века российско-осетинские отношения прошли через непростые испытания. Общие исторические корни, духовное родство, добрососедство, дружественные межгосударственные связи – вот что отличает сегодняшние отношения Осетии и России. Наиболее сложный период в новейшей истории Осетии завершился 26 августа, когда Республика Южная Осетия получила официальное признание со стороны Российской Федерации. Осетины вновь обрели государственность, утерянную более 6 веков назад в результате сложных исторических катаклизмов тех времен. Герой Абхазии Асланбек Мирзоев подробно рассказал об истории возникновения добровольческого движения во время Отечественной войны народа Абхазии и проанализировал политическую значимость добровольцев в достижении главной цели – победы в войне. Справедливость борьбы абхазского народа против агрессии и имперской политики грузинского государства стали морально-психологическим основанием участия добровольцев в войне. Феномен роли личности в истории сыграл также важную роль. Роль Владислава Ардзенба, Юрия Калмыкова была неоценима, а также султана Сосналиева и Юрия Шанибова.
Отсутствие в этой войне конфессиональной направленности обеспечило поддержку и участие в ней добровольцев не только северокавказских народов, но и представителей казачества, русского и других народов из разных регионов Советского Союза. Массовое добровольческое движение в северокавказских республиках заставило изменить свое отношение к конфликту и со стороны руководства России. Советник президента Владимир Зантария рассказал о некоторых этапах борьбы абхазского народа за независимость. В частности, о роли демократического общественно-политического движения «Народный форум Абхазии», созданного в 1988 году и последовавшими вслед за этим выборами в парламент Абхазии, во время которых членам Народного форума удалось получить большинство мандатов депутатского корпуса, благодаря чему Владислав Ардзинба стал председателем Верховного Совета Абхазии. Заместитель главы администрации президента Гиви Габня дал историко-правовую оценку основ признания независимости Республики Абхазия, а доктор исторических наук Аслан Авицба подробно рассказал о стратегическом и тактическом взаимодействии Западного и Восточного фронтов в период Отечественной войны народа Абхазии. Интересным и познавательным был доклад историка Николая Медведского о борьбе за снятие экономических санкций против Абхазии в Государственной Думе. Как известно, сразу после войны Абхазия пережила тяжелые годы блокады, когда государственная граница с Россией была полностью закрыта. Ареной борьбы за снятие санкций против Абхазии стала Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации. Уже 24 февраля 1995 года Госдума РФ приняла постановление номер 555 о гуманном отношении к нуждам населения Абхазии, где отмечалось, цитирую, «Закрытие правительством Российской Федерации государственной границы по реке Псоу, приостановка допуска в Российскую Федерацию неграждан России, транспортных средств и грузов, следующих с территории Республики Грузия, поставила все, а особенно население Абхазии, на грань выживания, холода и голода». Конец цитаты. Считая, что ужесточение пограничного режима, вызванное внутрироссийскими причинами, не должно приводить к еще большему ухудшению положения наших соотечественных за рубежом, депутаты Госдумы рекомендовали правительству РФ рассмотреть вопрос о смягчении пограничного режима на границе с Абхазией, предусмотрев в качестве первоочередных мер упрощенную процедуру ее перехода пенсионерами и женщинами, открытие гуманитарного коридора для снабжения населения Абхазии продуктами питания и предметами первой необходимости. О национальной системе безопасности говорил в своем докладе секретарь Совета безопасности. По мнению Мохаммеда Килба, формат таких конференций представляет для абхазского общества актуальность и востребованность. Давать практическую оценку деятельности и делать выводы, выстраивая планы поступательного развития Абхазии, необходимо. И такие вопросы, как обеспечение национальной безопасности, надо обсуждать открыто, с привлечением широкой общественности. По итогам конференции, учитывая историческую и правовую обоснованность права абхазского народа на самоопределение, ее участники приняли обращение ко всем странам цивилизованного мира признать независимость Республики Абхазия. Данное обращение будет размещено в средствах печатной и электронной информации республики. Расширенный репортаж с научной конференции смотрите в нашей программе сегодня. Представители Министерства сельского хозяйства Абхазии и Россельхозцентра посетили села Чимчирского района Араду, Мок, Члоу, Тхина, Отап с целью ознакомления местных жителей с методами борьбы с мраморным клопом в период его активной фазы. А сельчане, в свою очередь, выступили с предложениями. Обо всем подробнее в репортаже Алики Трапш. Первый этап борьбы с мраморными клопами включал в себя механический сбор вредителей непосредственно на местах их зимовки. С наступлением весны клопы вновь активизировались. В этот период необходимо вести борьбу с вредителями именно опрыскиванием на растения ядохимикатов. Специалисты Минсельхоза Республики рассказали сельчанам, как правильно следует проводить химическую обработку растений. Главный вопрос, волнующий жителей сел, не вредна ли химическая обработка растений для пчел, домашнего скота и птиц. На этот вопрос специалисты отвечают так: если соблюдать все меры предосторожности, то причин для беспокойства нет. Надо проводить обработки растений, которые не цветут. Надо проводить обработки в местах, где нет медоносов. Надо проводить обработки в такой временной промежуток, чтобы было время для высыхания нанесенного раствора. Это вечерние часы, более желательно, или утренние часы, чтобы не было прямого попадания на пчел. Прямое попадание на пчел смертельно для пчел. Они не несут никакого вреда при обработке, при попадании на почву,
если нет непосредственного попадания в органы пищеварения животных. Они не несут угрозы, но единственное, что в процессе проведения работ, конечно, скот не должен пастись на обрабатываемых площадях, и, соответственно, домашняя птица, она должна быть в местах удаленных. Еще в прошлом году для борьбы с мраморным клопом Министерство сельского хозяйства Абхазии использовало сильнейшие ядохимикаты с содержанием инсектицида бифентрин. Стоит отметить, что часть используемых ядохимикатов была промаркирована на грузинском языке. Этот факт вызвал негодование у населения нашей страны. Но специалисты Минсельхоза говорят, что нет повода для беспокойства. Данный препарат привезли не из Грузии. Абхазская сторона его получила по линии международных организаций, которые аккредитованы в нашей республике. Препараты европейского производства. Там был швейцарский препарат и турецкий препарат с содержанием 100 грамм в литре действующего вещества. Препараты фирмой-изготовителем, препараты маркируются по заказу стороны, закупающей препараты. Препараты закупались заблаговременно для Грузии и находились в Грузии. Но когда проблема появилась и была озвучена у нас, международные организации передали нам эти препараты для использования их в сельском хозяйстве. В этом году растения будут обрабатывать ядохимикатами, полученными от российской стороны. Но и часть оставшихся с прошлого года пестицидов от международных организаций также будет применена. В борьбе с мраморным клопом будут использоваться феромонные ловушки. Так в селе Чло планируется установить до 10 ловушек. Это основная часть, это феромоны, это запахи, которые издают самка и самец, на которые привлекают насекомых. И они прилетают, и уже, когда мы это повесим, конечно, ленту надо снять с обеих сторон, и уже будем мониторить, смотреть количество этих насекомых. В ходе встречи жители сел предложили создать в Минсельхозе специальные бригады, которые будут обрабатывать пораженные растения ядохимикатами. Если я буду лечить у себя, а мой сосед не подготовлен, не знает, как это производить это лечение, какой результат будет. Его клопы перелетят ко мне, как говорится, и поэтому нужен профессиональный подход и нужно профессиональное действие. Специалисты Министерства сельского хозяйства пояснили, что жители сами должны будут обрабатывать свои сады, а государство им предоставит необходимую спецтехнику и пестициды. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В соответствии с решением Государственной комиссии по подготовке мероприятий по празднованию десятилетия Дня международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и независимости, премьер-министр Геннадий Гагулия своим распоряжением объявил рабочий день 24 мая Республиканским днем чистоты. Геннадий Гагулия обратился к трудовым коллективам, организаций и учреждений, учащимся общеобразовательных заведений, жителям многоквартирных домов и частных домовладений, ко всем, кто искренне любит свою родину, с просьбой принять участие в Республиканском дне чистоты. Пусть каждый выполнит свой гражданский долг, проявит активность в наведении порядка, сделает полезное дело для оздоровления окружающей среды. Совместными усилиями сделаем нашу республику самой чистой и уютной, отмечается в обращении. Завершен очередной этап по благоустройству парка «Свободы», проводимого торгово-промышленной палатой Абхазии. 550 квадратных метров тротуарной плитки было уложено по улице Ардзенба на примыкающем к парку тротуаре. Ирина Джопуа продолжит тему. Вот уже третий год торгово-промышленная палата Абхазии проводит работы по благоустройству парка «Свободы», шефство над которым ТПП взяла на себя еще в 2015 году. С тех пор внешний вид парка значительно изменился. Здесь появились аллеи, вымощенные тротуарной плиткой, новое освещение, установлены флагштоки с государственными флагами, высажены цветущие кустарники, установлены лавочки, окрашены бордюры. А буквально на днях был завершен очередной этап работ по укладке тротуарной плитки по улице Ардзенба. Часть этой парковой аллеи была уложена новой плиткой еще в августе 2017 года, и теперь весь тротуар полностью обновлен. В 2017 году мы также за счет средств торгово-промышленной палаты провели строительные работы по укладке тротуарной плитки, что составило приблизительно 750 квадратных метров. И 450 метров новых бордюров. Общая стоимость работ на тот период составила приблизительно 1 миллион рублей. Но вот сегодня, буквально несколько дней, как завершились уже новые строительные работы по укладке плитки, приблизительно 550 квадратных метров, а также
150 метров новых бордюров. Общая стоимость работ составила 572 тысячи рублей. Несмотря на значительный объем проделанной работы, для полного благоустройства парка по расчетам специалистов необходимо около 15 миллионов рублей. Осуществить такой масштабный проект только за счет средств торгово-промышленной палаты не представляется возможным. Поэтому в 2015 году был учрежден благотворительный фонд «Парк Свободы» и проведен благотворительный марафон, который поддержали представители бизнеса и граждане республики. Со всеми отчетами благотворительного фонда можно ознакомиться на сайте торгово-промышленной палаты. А мы считаем, что ту работу, которую мы проводим, она в первую очередь направлена на призыв к общественности и молодежи принимать участие в подобных акциях. И, пользуясь случаем, мне бы хотелось обратиться и к молодежи, и в первую очередь к предпринимателям нашей республики быть более активными и проявить свой истинный патриотизм и доказать, что мы хотим жить сегодня в очень красивом, обустроенном городе. И для нас очень важно, что именно этот парк расположен рядом с площадью Свободы, где будут уже совсем скоро проводиться торжественные мероприятия по случаю 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Он должен быть благоустроенным, красивым. Работы в парке продолжаются, и каждый желающий может внести свой посильный вклад в историю парка, перечислив средства на счет фонда «Парк Свободы». Ирена Джопа, Саита Гухава, Абхазское телевидение. Столичные маршрутные такси выйдут завтра на рейс по городу по прежней цене за проезд в 15 рублей. До решения вопроса, который в свою очередь будет обсуждаться в пятницу в Сухумском городском собрании. На таких условиях сегодня завершилась акция водителей городских маршруток, которые накануне самовольно подняли цены на проезд до 20 рублей. В ситуации разбиралась Рената Шакая. 15 мая водители маршрутных такси в столице увеличили цены на проезд до 20 рублей. Такое решение водители приняли самостоятельно, а уже в среду они устроили акцию с требованием увеличить цену за проезд. Более 150 машин не вышли на свои рейсы. Водители даже попытались перекрыть движение автотранспорта по городу. Правда, ненадолго. Сотрудники милиции не позволили им это сделать. Между тем, на остановках столицы скопились люди в ожидании транспорта. Большинство из них не знали о том, что водители отказываются выезжать, пока цена за проезд не будет увеличена. Мнение тех, кто пользуется услугами маршрутных такси, разделилось. Некоторые были возмущены требованием водителей, другие сетовали, что цена не соответствует самому транспорту, внешний вид и техническое состояние которого во многих случаях оставляет желать лучшего. Но отношусь к этому плохо. Даже за 15 рублей они вообще очень плохо обслуживают, сдачу иногда неправильно дают. Маршрутки очень грязные, иногда они курят очень сильно. Вообще, я против. Кто-то же должен их контролировать, это ж не просто так. Пусть поднимут свой сервис, уровень обслуживания. За что-то ж мы должны платить. Все нужно поднимать, я думаю. Раз такое трудное время, как тоже ж надо как-то выживать. Но маршрутчикам, я думаю, не обязательно поднимать цены. Пока еще. Сами же водители маршрутных такси объясняют повышение цен за проезд тем, что это вынужденная мера. По их словам, подорожало топливо, запчасти на машины. Как утверждают водители, работать стало невыгодно. На встречу к водителям маршрутных такси приехали министр экономики Адгур Ардзамба, начальник госуправления по транспорту Рабистан Габле, председатель Сухумского городского собрания Константин Пиля. Состоялся непростой разговор. Представителями власти был предложен ряд вариантов для решения данного вопроса вплоть до поставки бензина для маршрутных такси по минимальной цене, но с условием удержать цену за проезд в 15 рублей до 1 сентября. У вас есть заправочный комплекс, насколько мне известно. Я только что разговаривал с руководителем Абхазтопа. Значит, есть такая возможность поставлять на эту заправку туда к вам по минимальной цене, отличающейся от той цены, которая есть везде на розничном рынке. То есть эта цена будет приближена к оптовой цене. Плюс к этому у нас по коммерческим структурам, значит, Роснефть и Азид мы сегодня разговаривали, они тоже готовы предусмотреть возможность по фиксированной цене, более низкой, нежели которая есть сегодня. Могут и на постоянной основе. Вообще, в принципе, это им и выгодно, если они будут с вами постоянно работать, определенный лимит там, месячный вы выработаете, и потом, я думаю, что это для них только расширять будет их возможность. Мы выслушали
все ваши доводы, все ваши мнения. Дайте время, пожалуйста, до пятницы, когда будет заседание, и там будет решено. И ваши представители доведут до вас. Такое предложение многих водителей не устроило. По их мнению, снижение цены на топливо только для них не решение проблемы. Но были и те, кто предлагал пойти на компромисс, чтобы не вгонять в тупик саму ситуацию и не создавать проблемы населению города. После нескольких часов непростого разговора все же удалось прийти к единому мнению. Об этом нам сообщил председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия. К чему пришли? Резюме было такое, что мы будем проводить в пятницу, будет заседание по этому вопросу. У нас будет от водительских коллектива 3-4 человека, они выберут людей, которые стоят, и там будем вместе принимать решения. До пятницы, если нам удастся решить вопрос дотационный, то, возможно, цену удастся удержать. Мнение водителей было такое, что они все-таки дали добро, они вот эти 2 дня цену повышать не будут. Цена останется на уровне 15 рублей. Еще на последнем заседании городского собрания с целью изучения вопроса повышения тарифов на проезд маршрутных такси была создана комиссия, которая продолжает свою работу по изучению данного вопроса. Увеличение стоимости проезда в автобусе и троллейбусе не рассматриваются. Рената Шакай, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Министерство образования Абхазии для школьных учреждений приобрело новые парты, столы и стулья, а для детских садов – двуярусные кровати с матрасами и подушками. На приобретение этих предметов из фонда президента Абхазии было выделено около 7 миллионов рублей. В Абхазии 155 школьных образовательных учреждений, и во многих из них существует проблема оснащенности необходимым инвентарем. Это парты, столы и стулья. Для решения данной проблемы Министерство образования обратилось за помощью к президенту республики Раулю Хаджимба. Президент пошел навстречу и выделил нам из фонда президента около 7 миллионов рублей на приобретение оборудования для наших школ и дошкольных учебных заведений. Министерство образования еще и в прошлом году получило финансовую помощь от президента Абхазии на приобретение необходимого школьного инвентаря. В этом году приобрели более 800 новых парт и 1600 стульев. Министерство образования республики уже начало распределять школьный инвентарь по всем районам Абхазии. Дошкольные образовательные учреждения тоже не остались в стороне. Для них приобретены столы, стулья и двухъярусные кровати с матрасами, подушками и одеялами. Данный инвентарь будет распределен по столичным детским садам. Президент, огромное ему спасибо, понимая наше положение, не отказал, выделил средства. И сегодня мы имеем возможность обеспечить наши сады и школы теми необходимыми предметами, которые мы просили. С новым инвентарем в образовательных учреждениях детям будет удобно и приятно заниматься. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Известный абхазский поэт и общественный деятель Геннадий Аламия удостоен медали во славу Осетии. Это высшая награда Республики Северная Осетия Алания, которую Геннадию Аламия вручил глава республики Вячеслав Битаров 14 мая на торжественном собрании, посвященном 95-летию факультета осетинской филологии Северо-Осетинского государственного университета. Геннадий Аламия был приглашен на торжество по инициативе руководства и творческой общественности республики. Глава республики Северная Осетия Алания вручил ему высшую награду за блестящий перевод и издание книги основоположника осетинской литературы Кастыхи Тагурова Ирон Фандыр «Осетинская лира» на абхазском языке. И первую награду нашей республики мне бы хотелось вручить нашему гостю из Абхазии Геннадию Шаликовичу Аламия, который перевел Ирон Фандыр на абхазский язык. Большое вам спасибо за то, что вы так оценили мой труд. Этот труд для меня, я уже не молодой и не начинающий поэт, но самая главная работа в моей жизни была эта работа. Эту работу я выполнил вместе с незабвенным моим большим другом, моим братом Нафид Джусойти.
Я награду свою первую получил, наверное, лет 50 тому назад. Можно было не повторить, потому что я обрел тогда Осетию. Кроме того, 15 мая, в День осетинского языка, Геннадий Аламия провел встречи с учащимися осетинской школы Владикавказа. Школа вручила абхазскому поэту памятную медаль Косты Хитагурова. Геннадий Аламия также посетил могилу Хитагурова и музей поэта, где участвовал во встрече с творческой молодежью города. В МЧС Абхазии завершились вступительные экзамены для абитуриентов, желающих поступить в вузы МЧС России, а именно Академию гражданской защиты и Академию государственной пожарной службы. Абитуриенты сдавали экзамены по физике, математике, русскому языку, физкультуре, а также прошли психологическое тестирование. Из 12 абитуриентов студентами вузов МЧС России стали 6. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии подвели итоги вступительных экзаменов для абитуриентов, поступающих в Академию МЧС России. Из 12 абитуриентов курсантами вузов МЧС России стало 6. На их выбор представлено 2 вуза – Академия гражданской защиты и Академия государственной пожарной службы МЧС России. По итогам проведенных вступительных испытаний проходят Карай Никита Сергеевич, Ханаго Данил Рудольфович, Зинченко Максим Витальевич, Блинова Екатерина Вячеславовна, Губас Дамир Львович, Чкотов Асхан Дмитриевич. В течение месяца юноши и девушки сдали 4 экзамена по русскому языку, физике, математике, физической подготовке, а также прошли психологическое тестирование. По результатам каждого испытания абитуриентам начислялись баллы. Первым испытанием стала физподготовка, которая прошла на республиканском стадионе. Данная программа разработана в соответствии с последними нормативами в системе общего и высшего образования России. Экзамен состоял из 3 тестовых заданий, которые позволяют определить уровень физической подготовки абитуриентов. Психологическое тестирование для абитуриентов, поступающих в профильные вузы МЧС Российской Федерации, проводилось по методике, разработанной российскими специалистами, и состояло из 3 блоков – интеллектуально-мнестического, эмоционально-личностного и мотивационно-волевого. Для проведения экзаменов по математике и русскому языку традиционно были привлечены специалисты Министерства образования республики. По итогам этих дисциплин претендентам на поступление в вузы МЧС России также начислялось определенное количество баллов. На встрече с будущими курсантами и их родителями министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квицини отметил, что профессия спасателя особенная, поэтому к учебному процессу нужно отнестись со всей ответственностью. Вы представляете нашу страну. От вашего поведения, от вашего умения, знания оценивается вся структура. По оценкам я смотрю, что ребята достойные, и будем помогать, будем поддерживать. И надеюсь, что вы вернетесь специалистами настоящими. Набор граждан Республики Абхазия в вузы МЧС России осуществляется с 2011 года. За это время их окончили 25 человек. На данный момент очно обучаются 22 курсанта, на заочной форме обучения 10 офицеров МЧС Абхазии. Контрольная палата Республики Абхазия объявляет конкурс на замещение вакантной должности аудитора контрольной палаты. К участию в конкурсе допускаются граждане Республики Абхазия, имеющие высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного контроля, экономики и финансов. Гражданам Республики Абхазия, заявившим желание участвовать в конкурсе, необходимо в период с 17 по 29 мая обратиться в приемную председателя контрольной палаты в Сухуми по улице Мачаваряне. За более подробной информацией обращаться по телефону 226 03 61. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 22-27 градусов. Температура морской воды плюс 18 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.